Я, честно говоря, верил с человеком, который в свое время, определенное время поддержал и говорил, что я его доведу пределов своей компетенции, как министр внутренних дел, говорил, что он до 19 года и убежден в этом, что он должен свой срок и так далее, довести. Мы к этой черте подошли. Не надо себя обманывать, иллюзии строить, говорить, что это я отчеты и так далее, все смотрю, криминогенная обстановка. Вообще обстановка очень нехорошая. Есть один человек, который за это отвечает. Ты как назначаешь, так и спрашиваешь. Меня спрашивали. Почему сегодня не спрашивают? Где нету милиции, там нету страны. Милицию опустили, извините за это, ниже плинтуса. И благодаря нашему руководству это началось 5 июля. Потом дальше продолжили, когда кому положено, Верховный главнокомандующий, глава государства, когда не пришел, не встал рядом, не объяснил, я никому никаких вопросов не имею. Потому что это люди. Люди пришли, прекрасно знали, зачем, почему пришли и кому положено, как обещалось, человек не пришел. Хорошо, первое. Второе. Вина только руководителей. Ведомств и так далее. Кадровые дела. Вы знаете, силовые структуры напрямую подчиняются президенту. Министры, председатели СГБ и так далее, и так далее. И напрямую работают. На их работу только может влиять. Если при мне президент звонил несколько раз за сутки, вы посмотрите, что элементарно на улице происходит. Неужели вот это не слышно, не видно, вот эти визги, виражи? А вот я просто у нас здоровые люди работают в органах внутренних дел. Воля должна быть первого лица. И контроль должен быть. 3,5 года тому назад я говорил, это же не боюсь. Я сказал, главный вор, я министр внутренних дел. Вы знаете, какой, а он свой путь выбрал. Я свой путь выбрал. Понимаете? Но они не должны были черту переходить. Их задерживали. Сегодня одного вора в законе задержат. Сенсация. Что это такое? В неделю по несколько раз приходилось задерживать за те или иные проступки. А насчет оргпреступности. 3,5 года тому назад будущим министром внутренних дел было разработано по согласию президента Абхазии, сегодняшним Рауль Джунковичем, и было послано. Почему это вчера опять возобновили? Вы меня извините. Накануне выборов? И что? Я вам еще раз говорю. Я не понимаю такую работу и такую политику. Вы советник президента по взаимодействию с правоохранительными органами. Почему вы сейчас это произносите в студии, а не год назад? Большая должность. Не полтора года я тому вообще назад. Никогда ничего не комментировал. Переходя на работу, уважаемый президент мне сказал, это на самом деле это большая должность и так далее. Мне поручалось за это время, есть президент, потом есть советник, который за координацию отвечает, есть силовые структуры. Я практически не имел возможности работать напрямую, как хотите. Вот мне было поручено несколько моментов. 25-летие, вы знаете, видно, вынуждены были меня поручить. Я прямо говорю, вынуждены были, и вы помните, как мы это все организовали. Вы можете и другое сказать, почему не ушли, да, с работы? Ну, да, я хотел это спросить, Нет, а зачем я оставались? заявлял. И сегодня хочу ответственно сказать народу, избирателям, многим, вообще все, народу. Я говорил, что Хаджимба рядом стоял, делал все, от меня зависящее. 1, 2, 3 раза сходы, сборы и так далее. Туда, когда перешел, разов 3, пришлось там по этому поводу тоже поработать. Но я до конца, как человек, как генерал, свое слово сдержал. И я спокойно сегодня ушел, спокойно ушел в длительный отпуск, как положено, сам отпуск, и я иду в политику.